Политика китайских властей и проект породнения, в результате которого в каждую уйгурскую семью подселяют по несколько китайцев, нанес тяжелый урон семейной целостности жителей Восточного Туркестана. Ханьцы, подселившиеся к уйгурам, казахам, киргизам и узбекам, делают все, что хотят, не стыдясь ни женщин, ни детей, ни стариков. Тех же, кто проявляет недовольство, заносят в черный список. Организованная Патриотическим союзом конференции в Стамбуле, доктор Омеркул призвал Турцию прекратить все торговые отношения с Китаем. Омеркул, представивший вниманию присутствовавших видеослайды происходящего в Восточном Туркестане, подчеркнул, что Китай борется с внутренними проблемами и что скоро его ожидает такая же участь, как Советский Союз, распавшийся в 90-х годах. На заседании кувейтского парламента повесткой дня стала политика китайских властей, проводимая в Восточном Туркестане. Депутаты осудили репрессивные действия китайских властей против мусульман уйгурского региона. Мухаммед Хаиф выступил с призывом прекратить дипломатические и торговые отношения с Китаем, подвергающим тяжелым пыткам, гонениям, ассимиляции 29-миллионный мусульманский народ Восточного Туркестана. Индонезия и Малайзия приняли меры, издав закон, гарантирующий поддержку уйгурам. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим стал первым мусульманским лидером, объявившим о своей поддержке и покровительстве уйгурам. Ранее правительство Малайзии отказало Китаю в экстрадиции группы уйгурских беженцев и помогло им перебраться в Турцию. Экономический кризис между США и Китаем, оказывающий влияние на мировую экономику, остается нерешенным. Продолжаются прения между Китаем и США, потребовавшие от Пекина провести основательную экономическую реформу в стране. И, судя по всему, это приведет к повышению налогов на китайскую продукцию и срыву переговоров, назначенных на 2 марта. Секретарь Департамента государственной безопасности США призвал прекратить все торговые отношения с правительством Венесуэлы, возглавляемым Николасом Мадуро. Джон Болтон посоветовал банкирам, бизнесменам, биржевикам и компаниям не вести дела с нынешним правительством Венесуэлы, захватившим нефть, золото и богатство своего народа. В конце выступления он заявил, что США продолжит принимать меры по данному вопросу.